Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. У фокусе ўвагі сельскагаспадарчае пытанне. Іван Крупко праверыў, як у Мазырскім раёне рамантуюць тэхніку і вырошчваюць кароў сементальскай пароды. Важны крок да прафесіі. У медыцынскім універсітэце размеркавалі выпускнікоў 2026 года. Трава ўжо гарыць. У вобласці з пачатку года больш як 20 пажараў у прыродных экасістэмах. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Вясна ў сельскай гаспадарцы – гарачая пара, ад якой залежыць будучы ўраджай. Гатоўнасць аграрыяў да сезона на кантролі ў кіраўніка рэгіёна. Старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко асабіста ацаніў ход спраў у Мазырскім раёне. Прадпрыемства «Мазыртэхсервіс» – шматпрофільны цэнтр, які дае другое жыццё агрэгатам і бярэцца за самыя нестандартныя заказы. Тут да вясны таксама рыхтуюцца загадзя, яшчэ з восені. Кіраўнік рэгіёна азнаёміўся з ходам рамонтных работ і наяўнасцю запасных частак. Ад заказчыкаў паступіла больш за 40 сеялак, частка з якіх ужо гатова да работы на палях. А да красавіка пачатку сяўбы кукурузы будуць гатовы ўсе 100%. Также за этот период ремонтировали культиваторы, прицепы для перевозки органики, разбрасыватели для минеральных удобрений и другую технику. Также мы изготавливаем много техники, большую номенклатуру. Так мы в этом году намерены изготовить 100 сеялок точного высева. Из них 35 сеялок будут для Гомельской области, остальные для Минской и Могилевской области. Наступны пункт маршрута – аддзяленне белая эксперыментальнай базы крынічная. У цэнтры ўвагі развіццё племянной жывёлагадоўлі. Гэта стратэгічны напрамак, які вызначае прадуктыўнасць і канкурэнтаздольнасць малочнай і мясной галін. Каровы пароды семменталаў добра пераносяць і холад, і спякоту. Даюць да 9 тонн малака, у сярэднім па гаспадарцы да 5-6 лактацый. Да таго ж якаснае мармуровае мяса. Сегодня прекрасный удой на этой породе. Есть возможность продавать на экспорт, есть возможность развивать дальше это направление. И увеличение дойного стада в целом для возможности продажи племенных животных. И телочек не теле, но и быков-производителей. Поэтому посещение вот этого комплекса сейчас вырабатываем решение размещения, усиления откормочного поголовья и дальнейшее развитие племенного стада. У найбліжэйшы час племянную ферму чакаюць перамены. Плануецца пашырэнне плошчаў і геаграфіі паставак прадукцыі. Новае пакаленне ўрачоў сёння атрымала канчатковае размеркаванне. Традыцыйная працэдура прайшла з удзелам профільнага міністра. Гэта своеасаблівая кульмінацыя студэнцкага жыцця. З якімі эмоцыямі маладыя ўрачы выходзяць на фінішную прамую навучання, ведае Тацяна Пеменёнкава. Уздых-выдах і поўны наперад. У ліку першых за пуцёўкай у дарослае жыццё Лізавета Маісеенка. Шлях да выратавання жыцця ў будучы анестэзіолог-рэаніматолог прайшла рознабаковы. Ад складаных першых курсаў да ўсё ў радасць фінальных. Яе запал да медыцыны і імкненне дапамагаць патрабуюць асаблівага месца працы, аднаго з найбуйнейшых стацыянараў рэгіёна. Расскажите, как прошел ваш анестезиолог? Все хорошо. Я субординатор анестезиолог-реаниматолог. Просила город Гомель, стационар анестезиологом-реаниматологом. Мою просьбу удовлетворили. Распределена я в больницу скорой медицинской помощи анестезиологом-реаниматологом. Почему именно врач? Наверное, просто в школе мне очень нравилась химия и биология. Я была олимпиадницей и по химии, и по биологии. Вот, и как-то другого вида деятельности для себя я не видела уже тогда, за школьницей домовой. Увогуле, размеркаванне ў медзе – гэта два бакі аднаго медаля. Адны хочуць месца па душы, іншыя быць разам з другой палавінкай. Сям'я Крывялёвых – гэта гісторыя пра тое, як адзін запал можа аб'яднаць два сэрцы. Калі прафесія ўрача становіцца справай жыцця, а агульныя мэты – яе падмуркам. Пасля 5-го курса Максім зрабіў прапанову каханай, а сёння пара ўжо ідзе разам на сустрэчу з міністрам. Галоўная мара – працягваць шлях разам. У меня целевое по Брестской области, у Максима целевое по Минской области. Мы выбрали ехать по Брестской области, по моей.
Хотели в Брест, в областной город. Нас таки распределили. Всем довольна. Я еду в Брестскую городскую больницу номер 1 акушером-гинекологом, а Максим в Брестскую областную больницу анестезиологом-реаниматологом. У гэтым годзе гомельскі мед падрыхтаваў звыш 450 выпускнікоў 2 факультэтаў. На канчатковае размеркаванне прыйшоў усяго каля 30 чалавек. Гэта паказчык таго, што якасць гэтай працэдуры з кожным годам расце. Выпадкі непаразумення ўсё радзей. Есть те ребята, которые совершенно очевидно имеют приоритеты над другими. Это наши отличники, которые смогли себя зарекомендовать на разных направлениях. И они в рамках тех компромиссов, которые возможны для системы здравоохранения по местам распределения, по специальностям, мы со всеми нашли общий язык. В этом отношении хочу и ребят поблагодарить, потому что на самом деле отлично учиться – это не так просто в медицинском университете. Як паказчык якасці падрыхтоўкі ў Гомелі тое, што немалой колькасці выдатнікаў прапанавалі месцы ў сталіцы, але большасць вырашыла застацца ў сваёй вобласці. Да таго ж колькасць свабодных дыпломаў з кожным годам становіцца ўсё менш, а гэта паказчык таго, што матэрыяльна-тэхнічная база рэгіянальных устаноў аховы здароўя нічым не саступае сталічным. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Набыццё танных тавараў, аплата разблакіроўкі айфонаў і лжэдэклараванне і абмен токенаў. Сума ўрону ад махлярстваў на Гомельшчыне расце. За 2 месяцы гэтага года больш як 1 000 000 рублёў трапіў у кішэні зламыснікаў. Змяніўся і партрэт пацярпелага. Па інфармацыі ўпраўлення ўнутраных спраў аблвыканкама, тыповая ахвяра зараз жанчына ва ўзросце ад 18 да 40 гадоў. Усяго на тэрыторыі вобласці сёлета зарэгістравана каля 600 кіберзлачынстваў, больш за палову выпадкаў махлярствы. Людзі пад ціскам аферыстаў добраахвотна пераводзяць ім грошы. Па-ранейшаму актуальныя тэлефонныя званкі. Цяпер не толькі ў месенджерах. Выйсці адно, пакласці трубку і падумаць, а лепш заблакіраваць уваходныя званкі ад усіх, хто не ўваходзіць у спіс кантактаў. Представляются сотрудниками различных государственных органов. После того, как человек сообщил свои персональные данные, включается в разговор лжеправоохранительные. По данной схеме впоследствии деньги передают либо курьеру, либо переводят на подконтрольные счета. Непаўналетнія ў пошуках бонусаў у гульнях перадаюць блогерам дадзеныя ад уліковага запісу. Як вынік, тэлефон блакіруецца, а зламыснікі патрабуюць для разблакіроўкі выкуп. Дарослыя часцей вядуцца на скідкі ў інтэрнэт-крамах і губляюць грошы і тавар. Праверыць добрасумленнасць прадаўца зараз можна ў сацыяльных сетках праваахоўнікаў. Рекомендуем нашим гражданам подписаться на 2 канала, один из которых в мессенджере Telegram под названием Киберпул, второй в соцсети Instagram под названием Антискам РБ. В данных каналах публикуется информация об актуальных формах мошенничества, аккаунтах, используемых злоумышленниками для совершения хищений, как в Телеграме, так и в Инстаграме. Калі вы сталі ахвярай ашуканцаў, заблакіруйце карту, заскрыньце перапіскі і званкі і адразу звярніцеся ў міліцыю. Па свежых слядах злачынства раскрыць прасцей, як і вярнуць грошы. І памятайце, праваахоўнікі ніколі не накіруюць вас па крэдыт. Сухое і цёплае надвор'е мае свае небяспекі. У вобласці налічваецца ўжо 23 выпадкі гарэння травы і хмызняку. Як правіла, гэта наступства самавольных выпальванняў, якія ўладальнікі ўчасткаў выкарыстоўваюць, каб навесці парадак. Выратавальнікі нагадваюць, выпальванне сухой расліннасці з'яўляецца незаконным і цягне адміністрацыйную адказнасць. Раскладанне вогнішчаў, выкарыстанне мангалаў і грыляў на прыродаахоўных тэрыторыях дапускаецца толькі пры строгім выкананні правилов бяспеки. В сухую ветреную погоду воздержитесь от разведения костров и сжигания растительного мусора на дворовой территории. Не выбрасывайте непотушенные спички или окурки. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере до 30 базовых величин. Тым, хто стаў сведкам гарэння расліннасці, трэба ацаніць абстаноўку. Калі ачаг невялікі, можна збіць полымя вязкай з прутоў ці галін, закідаць пяском або заліць вадой. Не трэба сыходзіць, пакуль не пераканаецеся, што агонь згас цалкам. Калі ж ачаг вялікі, варта неадкладна паведаміць па нумарах 101 ці 112 і як мага хутчэй пакінуць небяспечную зону.
У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны прайшоў аналітычны праект «Будучыня цяпер». Студэнты разам з запрошанымі экспертамі абмеркавалі развіццё адукацыі, маладзёжную палітыку і выклікі сучаснасці. Спікеры сустрэчы – аналітыкі Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Мэта праекта, ініцыяванага Міністэрствам адукацыі, данесці да студэнтаў дзяржаўныя пазіцыі па ключавых пытаннях і сабраць іх прапановы. На парадку дня маладзёжная политика, информационные погрозы и развитие системы адукации. Беларусь в будущем будет дальше развиваться, будет довольно сильным, как и сейчас, сильное государство, будет еще более сильным. Думаю, что качественное образование и акцент на изучение истории, а также развитие технических наук, программирования, так как за этим все же будущее. Мы нацелены на то, чтобы молодежь в формате равный с равным могли пообщаться между собой, рассказать друг другу, что же все-таки волнует молодежь в региональном разрезе, возможно, в республиканском разрезе. И самое главное, я вот всегда говорю, поделились видением, каким они видят будущее нашей страны и свое место в этом будущем. Усе ідэі і прапановы удзельнікаў арганізатары зафіксавалі. Праект «Будучыня цяпер» працягнецца ва ўніверсітэтах усіх абласцей Беларусі. Пашыраем магчымасці для вашай зручнасці. Праграма «Беларусь-4 Гомель» цяпер можна глядзець онлайн на сайце TVR Гомель Бай. Тэлеканал «Беларусь-4 Гомель» з'яўляецца найбуйнейшым рэгіянальным вяшчальнікам у вобласці. Дзякуючы запуску трансляцыі на сайце з'явілася магчымасць глядзець гомельскае абласное тэлебачанне з любой кропкі свету. За последние несколько лет мы существенно изменили наш визуал. Контент телеканала «Беларусь-4» кардинальным образом изменился. Однако вместе с этим нам постоянно приходится думать над тем, как сделать его максимально доступным нашему потребителю, для того, чтобы с одинаково хорошим качеством мы могли увидеть это и дома, и за городом, на даче, в деревне, в путешествии. И быть доступным – это сегодня наша главная задача. Совсем недавно мы появились на таких платформах, как Threads и Max. Вот буквально сейчас запускаем круглосуточное вещание наших проектов на нашем сайте tvrgomel.by и на нашем YouTube-канале. Поэтому всех приглашаю смотреть самое лучшее, самое свежее, новости, новые проекты, новые выпуски уже полюбившихся передач. Приходите, смотрите, мы всегда там, где есть вы. Нагадаем, што да асноўных 9 сацыяльных сетак і месенджераў тэлерадыёкампаніі дадаліся акаунты ў Threads і Max. Таксама нашу трансляцыю можна глядзець на YouTube. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Масціч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Калинковичском районе произошло смертельное ДТП. Водитель «Фольксвагена» двигался по автодороге граница России Гомель-Кобрин. На 175-м километре наехал на пешехода, который, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения двигался посередине дороги. Пешеход погиб на месте происшествия. К слову, световозвращающим элементом он обозначен не был. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть осторожными при движении по дороге. В темное время суток пешеход обязан быть обозначен световозвращающим элементом и двигаться вне населенного пункта по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Если вы заметили пешехода, который движется по дороге в темное время суток, позвоните по телефону 102. Житель Гомеля, являющийся инвалидом 3-й группы, ради льготы на проезд в общественном транспорте в марте прошлого года исправил в удостоверении запись о 3-й группе инвалидности на 2-ю. Спустя месяц в Бобруйске он совершил преступление и, став фигурантом уголовного дела, предоставил следователю то самое удостоверение инвалида. Обратив внимание на признаки исправления в документе, правоохранители направили его на экспертизу. По результатам исследования экспертам установлена первоначальная запись в графе о группе инвалидности 3-я. Однако она подвергалась техническим изменениям в виде подчистки и дописки. Теперь к основному обвинению добавилась статья за подделку документов.
В Гомеле частная организация стала должником на сумму свыше 10 тысяч рублей по 10 исполнительным производствам, в том числе в доход государства. Судебный исполнитель ориентировал на задержание арестованного транспортное средство через органы госавтоинспекции. Сотрудникам ГАИ удалось установить маршрут движения автомобиля. Фуру задержали в тот момент, когда ни о чем не подозревающий водитель загрузил ее новой партией товара. На место оперативно прибыли судебные исполнители, которые изъяли технику для последующей реализации на электронных торгах. Как выяснилось, водитель, который арендовал фуру, не знал о долгах владельца и розыске автомобиля. Потеря машины означала бы крах его собственного бизнеса. Чтобы сохранить фуру и продолжить работу, задолженность была полностью погашена должником. После этого арест техники был снят, и автомобиль вернулся к перевозкам. В Добружском районе горел жилой дом, а возгорание зарегистрировано в агрогородке Красная Буда. В результате пожара повреждена кровля дома. Рассматриваем версию причины пожара: нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Следите за исправностью печного отопления. Не допускайте перекала печи. Топить ее нужно несколько раз в день по 1,5-2 часа и постоянно следить за огнем. Также рекомендуем установить в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который при возникновении задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит вас об опасности. В Рогачевском районе огонь охватил грузовой автомобиль. Инцидент произошел в деревне Заболотье. В результате пожара поврежден салон машины. Вероятная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пожар ликвидирован до прибытия подразделения МЧС. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Гомель сравнял счет в серии против «Шахтера» в четвертьфинале плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. Первый матч между командами в Солигорске завершился победой хозяев со счетом 3-1. Во второй игре «Рыси» взяли убедительный реванш 4-0. 2 шайбы за гостей забросил Антон Лазаренко, а голкипер Константин Кузмаул оформил первый шатаут в текущем плей-офф. Далее хоккеисты переедут в Гомель, где встретятся 18 и 20 марта. Тем временем Витебск одержал первую победу в серии против «Металлурга». Стартовую треть с минимальным преимуществом за собой оставили «Волки». По ходу следующего периода Витебск отыгрался и захватил лидерство. Но незадолго до ухода на перерыв хоккеисты «Металлурга» сравняли цифры. В заключительные 20-минутки Никита Ядровец вновь вывел северян вперед, а Ахмед Гимбатов броском в пустые ворота закрепил итог игры 4-2 в пользу Витебска. Следующие матчи пройдут в Жлобине 18 и 20 марта. Динара Смольская вошла в шестерку лучших по итогам суперспринта на проходящем в Тюмени чемпионате России. Участие в квалификации суперспринта приняли 68 биатлонисток, которые пробежали 4,5 километра с 2 заходами на стрельбище. В финал пробилась лучшая тридцатка, в том числе 5 из 8 стартовавших белорусок. Решающий забег прошел в формате масс-старта на 7,5 километров с 4 огневыми рубежами. Лучшая из наших спортсменок Динара Смольская допустила 2 промаха и заняла 6-е место. Александра Соснович успешно начала выступление в квалификации турнира в американском Майами. В первом раунде белоруска, занимающая 116 место в мировом рейтинге, обыграла в 2 партиях турецкую теннисистку Айлу Аксу, у которой 269-я позиция 6-4, 6-4. Матчи основного этапа пройдут с 17 по 29 марта. Арина Соболенко после победы в Индиан Уэльсе еще больше оторвалась от преследовательниц в рейтинге женской теннисной ассоциации. Сейчас в активе первой ракетки планеты 11 025 очков. Финалистка американского турнира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, поднялась на 2-ю позицию, обойдя польку Игу Свентек. На ее счету 7783 балла. Иван Кудинов стал призером 2-го турнира Премьер-лиги 2026 по карате, который прошел в Риме. С 1-го места в пуле белорус вышел в четвертьфинал плей-офф, где одолел японца Юту Мори. В полуфинале Кудинов минимально уступил хорвату Анджело Квесичу, а в бою за бронзу был сильнее еще одного представителя Японии – Кентара Ямаути. На прошедшем в январе этапе Премьер-лиги в Турции Кудинов тоже занял 3-е место. Баскетболистки сборной Беларуси заняли 2-е место в розыгрыше Кубка Халипского. В поединке за 1-е место подопечные Натальи Трофимовой потерпели крупное поражение от сборной России с результатом 48-80. До этого белоруски уверенно переиграли сборную Казахстана и московское «Динамо». Турниры памяти заслуженного тренера Советского Союза Семена Халипского проводятся в Беларуси с 2013 года.